Родину невозможно унести. Унести можно только тоску. Если бы можно было ее перетаскивать, то цена такой родины была бы груш. Это строки из произведения «Плаха» великого писателя Чингиза Айтматова. Здравствуйте, меня зовут Назира Раймкулова, и это программа о наших современниках. Часто ли мы задаем себе в жизни вопрос, а что я сделала в жизни такого, чтобы люди относились ко мне с уважением? Я думаю, мы делаем это очень редко. И как же мы удивляемся, когда люди, которые живут рядом с нами, оказываются вдруг героями и тружениками. И один из них – это Искендер Шаршеев. Его можно причислить к рангу тружеников. Давайте познакомимся. Начиная с 2007 года и по настоящее время Искендер является преподавателем Академии управления при президенте Кыргызской республики по предметам 1С бухгалтерия, международная торговля и маркетинг. Он читает также лекции в Университете Центральной Азии с 2008 года. Является консультантом по бизнес-планированию в Кыргызско-японском центре человеческого развития с 2009 года. С 2011 года он участвует в работе экспертной группы «Реформа». Владеет специальностями маркетинг, финансовый анализ, политология, юриспруденция, налоговый учет, бухучет, управление бизнесом, экономическое и политическое прогнозирование, разработка бизнес-планов, риск-менеджмент, кризис-менеджмент, управление проектами, экономическая журналистика. Осуществляет деятельность по привлечению местных и международных частных инвесторов в Кыргызстан. Имеет реализованный опыт в организации строительной компании, микрокредитной организации, горных отелей. Женат, имеет сына. Конечно, судить о человеке по резюме легко, но зачастую мы не можем разглядеть за мелкими строчками шрифта саму суть человека и как порой тяжело достаются ему те или иные заслуги, о которых могут знать лишь близкие и друзья. Я Искендера знаю, наверное, уже около 3 лет. И это достаточный срок для того, чтобы узнать человека как следует. Вообще Искендер, прежде всего, это человек, приверженный семейным ценностям. Его семья, несмотря на то, что младший брат, он единственный мужчина в семье, является ее главой. Это много значит в наших условиях. У него дружная семья, он очень любит свою семью. Всячески ей помогает, болеет за нее душой, что, тем не менее, не мешает ему выполнять свои профессиональные обязанности в должном объеме. Он очень работоспособен. Очень работоспособен, очень способен переносить высокие нагрузки и объемные нагрузки. Это не для всех сейчас, в общем-то, не всем сейчас свойственно, но у Искендера вот такая вот черта есть. То есть, что я хочу сказать, у него есть редкое качество. Он, если за что-то берется выполнять какую-то задачу, он делает ее добросовестно, скрупулезно, от и до. Причем быстро. У него очень высокий интеллект. Прекрасное образование, которое он постоянно совершенствует. И он стремится к совершенству постоянно. Он никогда не останавливается на чем-то, на каком-то этапе, на какой-то ступеньке. Для него важно добиться все большего и большего. На мой взгляд, Искендер очень перспективен и как личность, и как профессионал своего дела, потому что вот эти его качества, они дают ему такую возможность. Человек, стремящийся к совершенству, всегда добивается многого. Я думаю, что Искендеру можно доверять. Вы знаете, для него не является слово «честь», например, пустым звуком. Это сейчас как-то понятие девальвируется, что ли. Его начинают считать высокопарным, каким-то там из прошлых веков и так далее. А у него есть такая может быть, старомодная, но, на мой взгляд, замечательная черта. Понимаете, ему можно доверять. Он понимает, что это такое, у него есть принципы. Человек, у которого есть принципы и понятия о чести, достоин доверия. Во-первых, Искен очень общительный человек.
Вот. И с него прям чувствуется, человек владеет колоссальной энергией жизненной, что он может даже заражать собеседника своего. Вот. Во-вторых, он очень образованный, вот, начитанный человек. Вот. На любую тему он может и по-научному поддержать тебя, и по-человечески поддержать тебя. Я могу вот припомнить один момент, когда мы с ним играли в футбол, коллеги вместе. Мы пригласили дружескую команду, чтобы провести товарищеский матч. И вот он, знаете, переоделся не в футбольную форму, а в форму, скорее всего, американского футболиста, вот, регбиста. У него были защищены подлокотники, надколенники и тому подобное. И человек выступал в шлеме. Вот это смешно. Мы футбол представляем как обычный, да, большой футбол. А этот человек футбол представляет по-другому. Ну, человек достаточно надежный. В продолжение нашей программы мне хотелось бы услышать мнение об Искандере как о человеке от его друзей. Добрый, отзывчивый, непунктуальный. Что еще? И смешные черты. Ну, казусы разные попадают. Вот. Какие? Ой, так сразу и не вспомнишь. Ну, как-то он мне недавно рассказывал, как эта бабулька его там палочкой побила. Из-за чего? Где-то он засорил, да? А потом, говорит, возвращаясь к этой бабушке, говорит, и поблагодарил ее. Говорит. Она удивляется, почему. Да, говорит, вы прям как моя мама в детстве. Когда только мы с Искеном познакомились, мы еще учились в университете, и тогда уже можно было об Искене сказать многое. Во-первых, он даже школу закончил как бы экстерном, и университет он 5-летнее обучение закончил за 3 года. И даже тогда, когда он учился в университете, он уже занимался общественной деятельностью. Возглавлял студенческий сенат. Знаете, что в каждом университете существует своя организация. Вот. И даже он мне, в свою очередь, когда только я, как бы, можно сказать, отделился от своих родных, стал жить самостоятельно, он мне как бы помог в становлении меня как личности. То есть поставил меня на тот путь, на котором я сейчас нахожусь, можно так сказать, в принципе. А еще, знаете, он очень отзывчивый такой человек, всегда приходит на помощь, ну, ничем не откажет. Цель же бывает у нас в жизни разная. Во-первых, Искен хочет добиться в жизни того, что не добился его отец, хочет вообще как бы помочь не только своей семье, не только своим близким, а вообще помочь всему Кыргызстану, всему кыргызскому народу, можно так сказать. Я могу сказать, что он патриот. Какой он как человек? Самый лучший. Добрый, умный, порядочный. Ну, подарок судьбы. Опора моя. Он не любит такие шумные компании, тусовки. Он любит все время работать. У него на первом месте, наверное, работа, да? И иногда вот хочется с ним куда-нибудь пойти, отдохнуть, а он этого не любит. Но все равно его поддерживаю во всем. У него впереди такие большие цели. Но я думаю, если я буду опорой для него, и он достигнет. Он очень хороший отец, хороший семьянин, хороший муж. Меня удивило то, что он как относится к моей маме, да? Он, не знаю, прям, наверное, больше любит мою маму, чем я. Он покупает какие-то подарки, утром просыпаешься, а Тома приносит розы, цветы, вот то, что и вечером обязательно, не знаю, приходит домой не с пустыми руками, да, прям продукты какие-то, не знаю, торты, что-нибудь такое, вот. Любит делать сюрпризы. Он верит в свою мечту. И я думаю, что он будет стоять до конца.
Искендеру, как, наверное, и многим другим реформистски настроенным людям, предлагали уехать за границу. Но он почему-то решил остаться здесь. Я работал в Москве в компании НТЛ, новой телефонной линии. Там после определенного карьерного роста мне удалось получить прекрасную работу в компании 1С, 1С БИТ, бухучет и торговля. Это крупнейший партнер компании 1С, который разрабатывает бухгалтерские такие программы для компаний и фирм. И там я стал работать в отделе продаж и достиг очень хороших успехов. Зарплата в среднем составляла, это было 15% от продаж. Продажи удавалось сделать большие, и зарплата составляла в некоторых случаях до 2000 евро. На жизнь не хватало, все же было прекрасно, но мне все время тянуло сюда, на родину. Там я параллельно учился, оплачивал за учебу, параллельно работал. Все равно Москва мне как-то не понравилась, не родина моя, понимаете, родина моя это Бишкек, я здесь родился, вырос, родина моя это Кыргызстан, да, потому что я вырос почти по чуть-чуть, детство мое прошло в каждой области, в каждом городе, да, в каждом регионе Кыргызстана. Я понял, что я сделан из материала, из которого сделан Кыргызстан, да, и тамошний материал, он как-то не очень-то сочетается с моим. Я вернулся на родину, потому что это был зов, зов крови, зов души, что ли. Мне нигде не может быть комфортно, кроме как здесь. Нигде не может быть мне такого чувства счастья, как здесь, да, кроме как здесь. Я понял, что там развитая, хорошая страна, цивилизация, да, там отлично все, денег полно, все замечательно, но там нету самого главного, там нету родины. И я понял, что, в принципе, цивилизация – это та вещь, которую можно сделать своими руками. И менталитет тут ни при чем абсолютно. Я понял, что это все, что там есть, можно сделать здесь. И приехал сюда, чтобы здесь сделать такие же достижения цивилизации, как и там, но при этом здесь, на родине. Мечта была? Это моя мечта, да. Я думаю, что она вполне реально исполнима, потому что есть условия для этого. В детстве у меня была мечта, как-то вот в 11-13 лет начал сформироваться как понятийный аппарат, да, так скажем. И у меня была мечта, чтобы Кыргызстан был мировым центром научной мысли, да, чтобы мировым центром IT-технологий и самым таким крупным, самым интересным, таким, самым мощным мировым центром, да, в финансах, в науке, в практической части наук. Естественно, эта мечта, кто не мечтает стать космонавтом, да? Я мечтал, что тогда в Кыргызстане возможно финансировать проекты, полеты на разные планеты, терраформировать их, это, то есть превращать их в Землю, обживать их и селиться там. У меня даже была мечта иметь участок на Марсе, да? Но это все детские мечты. Что с ними случилось, когда мне стало 20 лет? Я понял, что это по большей части утопия, но тем не менее это достойная мечта, очень интересная. Чтобы ее достичь, надо сначала решить проблемы с очень дурным менталитетом здесь в стране, да, решить проблемы с культурой, которой не хватает, решить проблемы с законами, которые друг другу противоречат, привести инвесторов, сделать страну наиболее богатой. Я каждый день убеждаю инвесторов приезжать в Кыргызстан, я вмешиваюсь в формирование законов в Кыргызстане, даю экспертную оценку, где у меня просят. Привожу местных инвесторов, побуждаю, да, вкладывать в бизнес, пишу бизнес-планы для них, оцениваю, проектирую, да, будущие хозяйства, будущие бизнесы у нас в стране. То есть я думаю, что именно так, это у меня получается, значит именно так я могу достичь этой цели. Путь к истине – это ежедневный путь к совершенству. Но как часто бывает, что этот путь зыбок и опасен, и тем не менее бесстрашные духом встают на эту дорогу и идут. Следующий наш герой – Бекджан Исаев. Исаев Бекджан, выпускник факультета международные отношения, специалист дипломатической и консульской службы, член Бишкекского делового клуба, первый заместитель председателя Общественного наблюдательного совета Государственного агентства физической культуры и спорта при правительстве Кыргызской республики, кандидат в мастера спорта по боксу, обладатель премии «Лучший молодой бизнесмен» 2009 года города Бишкек, лучший бизнесмен года города Бишкек 2011 года, женат, воспитывает 2 сыновей. Портрет Бекджана можно дополнить еще одним мазком. Он
Он занимался профессиональным боксом, и это, скорее всего, говорит о том, что у него очень активная и сильная жизненная позиция. А что говорят о нем другие? Это прям для нас, можно сказать, в некоторой степени идеал. Дай Бог всем таких руководителей. В приказном тоне никогда ничего не приказывается. Это такой какой-то, наверное, с его стороны хитрый маневр того, что он с нами советуется. Мы для него как не подчиненные, как советники. Как руководитель, вот как видите, он уже на протяжении нескольких лет ведет гостиничный бизнес, свое дело, преуспевает, много наград, сами все налицо. Это все наши награды. Самое главное между нами – это, наверное, межличностные отношения. Ну, добрый, отзывчивый, искренний, знает толк, знает, как разбираться в людях, знает, как вести бизнес. Но это еще не, я считаю, не последняя ступень. Постепенно, с каждым годом, даже не с каждым годом, с каждым днем человек развивается, самореализуется. Он наравне с нами работает, является генеральным директором, но среди коллективов он такой же, как и обычный сотрудник. Вот, отношения сотрудников он очень внимательный. Вот, с утра сразу же интересуется нашими общими делами. Не то что внутри работы, а также в семье. Вот в 2010 году, когда были события на юге, мы собирали всем коллективом во главе Бигджаном, сделали именно помощь детям. Спортивные все мероприятия, когда проходят, стараемся помочь. Таких людей, если побольше было бы, действительно, в стране, в городе, я думаю, поменялось многое. В народе говорят: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». А что говорят о Бигджане его друзья? У него очень хорошее качество – это слушать людей. Он практически, если 100% разговора, он говорит очень коротко и ясно. Это очень большой навык, я думаю, для любого человека. Немного мне свойственно говорить больше, чем ему. Я думаю, наверное, у Бигджана оперативность принятия решений очень быстрая. Она у нас чуть больше такая демонстрационная идет. У него это все происходит в режиме мют и быстро. Вот, наверное, вот это. Ну, наверное, сказывается то, что он очень много занимался спортом. Спорт – это закалять человека. Там же надо все время думать наперед. Я думаю, этот навык такой стратегический, тактический у него очень хороший. Бигджан хороший управленец. Однозначно он своим жизненным опытом, да, и опытом профессиональной деятельности доказал, что он целеустремленный человек. Я думаю, Бигджану, если смотреть в разрезе даже в госуправлении, можно доверить сложные объекты. И что самое главное, Бигджан не испугается, я думаю, а примет этот вызов достойно. Не сказать, что у него есть ответы на все вопросы, но если будут вопросы, он их будет решать, консультироваться и, конечно, учитывая интересы всех как бы бенефициаров. Здесь очень большой плюс, то что вот это умение принимать вызовы, оно не у каждого есть. Зачастую я часто вижу, когда многие люди, они сдаются при виде сложностей, при виде, сколько надо работать. Вот в Бигджане есть наоборот. Он видит сложность, он видит задачу, и несмотря на сколько это сложно, он ее решает. Во-вторых, я думаю, что Бигджан очень командный человек. Это тоже, наверное, идет от спорта. Ну и воспитанность тоже, да, воспитание то, которое дали ему родители. Я думаю, что вот командный дух, он позволяет ему сегодня понимать, что многие вопросы можно решать в команде. Это хорошо. Бигджан всегда открыт новому опыту и всегда с удовольствием помогал молодым ребятам
обучаться бизнесу, всегда выступал для них ментором, всегда подсказывал своим советам. И, что очень редко для нашего времени, не боялся, так сказать, воспитывать себе конкурентов. То есть это тот человек, который открыто может сказать о своих проблемах, поделиться тем опытом, который он приобрел, да, через что он прошел, чтобы наши молодые люди, да, их не повторяли. То есть в этом отношении я считаю, что не каждый такой способен, и поэтому это очень ценное качество. Хотела бы отметить, наверное, доброту, которой Бигджан очень отличается, и его желание помогать бесплатно, делать различные вещи только потому, что он знает, что это принесет пользу, как его друзьям, так и стране в целом. То есть вот такое вот рвение, стремление, да, смотреть наперед и не преследовать какие-то корыстные интересы, а именно думать о будущем в широкой перспективе. Со своей женой Алтынай Бигджан познакомился на работе. А что вышло из этого служебного романа, мы сможем увидеть с вами вместе. Мы познакомились 8 числа, 8 марта. И он каждый месяц 8 числа дарил мне цветы, голландские розы, красные голландские розы. На тот момент было видно, что этот человек идет к какой-то цели и хочет ее добиться, и наверняка добьется. Очень заботливый, он очень заботливый отец. Бывают такие моменты, сюрпризы, когда обычный день, когда не ожидаешь, а ждешь просто мужа с работы, открываешь дверь, а он стоит с цветами. Вот это захватывающе и как-то очень берет за душу. Он мог бы жить в свое удовольствие, но этого ему мало, и он хочет делиться своим опытом, помогать и быть полезным обществу. У Бигджана есть еще нереализованные планы. А как он их будет реализовывать и какие у него есть мечты, лучше всего он об этом расскажет сам. Будучи студентом, когда я окончил первый курс, я решил подработать, устроился, прошел конкурсный отбор, устроился на работу. На тот момент единственный 4-звездочный отель официантом. И прошло лето, мне там понравилось, стало затягивать. Не сколько в финансовом плане, мне стала нравиться эта сфера, то есть гостеприимство, гостиничная индустрия. И я решил, что буду продолжать работать там, несмотря на то, что я получил образование совсем в другой сфере, международные отношения. После окончания университета я продолжал там работать, прошел практически все ступени от А до Я. То есть я прошел путь от официанта до предпринимателя, основателя бизнеса. Это был долгий, трудный путь, но, как говорится, я никогда не опускал руки. Я вижу город и мечтаю, что город Бишкек – это город, в первую очередь, безопасный, комфортный, уютный, привлекательный, и, конечно, красивый. Все службы должны работать сообща, то есть должно быть качественное управление. Как известно, за официальными заключениями всегда стоят обстоятельства. А обстоятельства – это люди. Люди с их пороками, добродетелями, с их прекрасными и благодетельными поступками и жизнью, которая прожита не зря. А ведь перед каждым человеком стоит неизбывная задача – быть и оставаться человеком сегодня, завтра, всегда. Я хочу закончить эту программу словами великолепного современника и мастера мировой литературы Чингиза Айтматова. С вами была программа «Современники» и я, Назира Раймкулова. До встречи.